Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на очередном вебинаре нашем, посвященном особенностям организации проведения Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Ну, понятно, что сейчас, когда только начался учебный год, мы будем говорить об особенностях школьного и муниципального этапа. Ну и, пользуясь случаем, от себя лично и от членов нашей методической комиссии, председателей нашей комиссии Рубцова Александра Михайловича, хотел бы поздравить вас с началом нового учебного года, пожелать вам, чтобы этот учебный год вам принес меньше неожиданностей, чем то, с чем мы столкнулись вот во втором полугодии прошлого. И, в общем-то, очередной сезон Всероссийской олимпиады, надеюсь, состоится достойно. Вот, ну, а мы со своей стороны постараемся помочь и сделать все возможное для того, чтобы составляющая в виде именно Всероссийской олимпиады по биологии, она тоже была на высоте и, так сказать, прошла успешно. Уважаемые коллеги, ну, те, кто у нас на наших вебинарах посвящены именно особенностям школьного и муниципального этапа Олимпиады не первый раз, в принципе, мое выступление сегодняшнее не будет какой-то особой неожиданностью, поэтому я очень быстренько, тезисно пробегусь по принципиальным моментам и обращу ваше внимание на те нюансы, на что надо именно обратить внимание при организации проведения именно в этом году. Итак, вопросы, которые мы должны сегодня рассмотреть, они достаточно традиционные, представлены здесь на слайде. Ну и, соответственно, начнем с самого начала, несколько слов об особенностях организации проведения. Напомню, что пока мы с вами действуем по ранее утвержденному порядку проведения Всероссийской олимпиады школьников, ну, со всеми теми изменениями, которые происходили. И, наверное, будем ждать в этом году уже обновленного порядка. Мы не знаем окончательной версии. Вот сейчас идет обсуждение, что там будет и как. Но, опять же, новый сезон Олимпиады мы начинаем организовывать и проводить по существующему, действующему, известному вам всем порядку. Ну, сайт, насколько я понимаю, официальный Олимпиады продолжает действовать. Всеросолимп на площадке РУДН, пожалуйста, вы можете туда, так сказать, заходить и пользоваться теми материалами, которые мы там для вас разместили. Ну и напомню, что, соответственно, в каждом регионе есть свои региональные сайты. Вот как бы я являюсь преподавателем подмосковного вуза, и мы всегда участвовали в организации проведения именно Олимпиады в Московской области. У нас тоже свой сайт есть, поэтому, пожалуйста, развивайте эти сайты, вывешивайте всю необходимую информацию там, чтобы максимально была доступность к этим материалам для ваших школьников. Соответственно, цели наши пока не поменялись. Мы продолжаем выявлять и развивать творческие способности, интересы к научно-исследовательской деятельности, в том числе обеспечивать пропаганду научных знаний. Ну и также мы продолжаем заниматься тем, чтобы выискивать тех ребят, которые будут представлять нашу страну, Российскую Федерацию, на международных, в том числе состязаниях. У нас есть Международная биологическая олимпиада, я позже о ней еще несколько слов скажу. Этапы у нас остаются теми же самыми. Сейчас мы с вами сегодня говорим о проведении школьного и муниципального этапа. Ну и, соответственно, о нюансах я, естественно, скажу. Что касается Международной биологической олимпиады, кому будет интересно, напомню, что есть сайт официальной этой олимпиады, там можно подчеркнуть достаточно много полезной, интересной информации, в том числе об особенностях проведения Олимпиады в текущем сезоне. Вот что мне хотелось бы сказать, что в этом году в связи с пандемией коронавируса, естественно, Международная Олимпиада в традиционном масштабе она не состоялась, но было альтернативное мероприятие, которое организовали и провели, собственно, те же организаторы, которые готовили, собственно, Международную Олимпиаду в Японии. Она должна была состояться в Нагасаки. Ну, естественно, она теперь прошла в этом году, как Олимпиады
многие другие в дистанционном формате, и наши школьники, которых мы отобрали для участия в международной олимпиаде в Японии, они также в ней приняли участие и приняли достаточно успешно. Насколько я помню, у нас в этом году 3 золотые медали, 1 серебряная и один из лучших результатов, что говорит о том, что мы делали в этом году все правильно, начиная со школьного этапа и заканчивая, ну, к сожалению, не состоявшимся, но мы готовились к нему финала Всероссийской Олимпиады. Вот, поэтому на что хотел бы обратить внимание. В следующем году учебном Олимпиада, точнее в нынешнем учебном году и в июле примерно месяце международная Олимпиада будет проходить, естественно, уже не в Японии, потому что Япония лишается возможности, скажем так, она не лишилась, она ее реализовала через вот это альтернативное мероприятие. Естественно, передается, так сказать, право проведения Олимпиады очередной стране. В этом сезоне это Португалия, насколько я помню. И Португалия уже, в общем-то, тоже готовит материалы. Вот, естественно, мы будем при организации проведения Всероссийской Олимпиады учитывать те направления научные, которые в этой Олимпиаде есть. Поэтому не поленитесь, найдите, пожалуйста, сайт этой Олимпиады международной, загляните, вот так же, как вот я здесь показываю вам на слайде Олимпиаду международную биологическую, которая в Японии должна была проходить, там были указаны те направления, которые будут особенно актуальны и востребованы. Соответственно, содержательно и в теоретическом плане, и в практическом плане мы обязательно эти направления будем учитывать в нашей Всероссийской Олимпиаде. Еще раз подчеркиваю, здесь я привожу в качестве примера и иллюстрации то, что нам было известно об Олимпиаде в Нагасаки в Японии в текущем, так сказать, году 2020, а материалы по 2021 году, пожалуйста, вы можете посмотреть, полюбопытствовать и поискать самостоятельно. Ну, когда дело дойдет уже дальше к региональному заключительному этапу, я постараюсь это уже озвучить более детально, для того, чтобы мы могли усилить составляющую по подготовке школьников как к участию к региональному этапу Олимпиады и заключительному, так и будущему международному состязанию. Что касается действующих лиц Олимпиады, то тоже здесь, в общем-то, ничего особенно не изменилось. Состав методической комиссии, утвержденный, он, в общем-то, тоже известен. Наш председатель Рубцов Александр Михайлович продолжает нами всеми руководить. И в этом году, вот, так сказать, в августе месяце мы разработали, подготовили для вас соответствующие методические рекомендации по организации проведению школьного и муниципального этапа Олимпиады. Что хочу сказать, что основная задача, в общем-то, наша была такая, чтобы, так сказать, не испортить то лучшее, что есть, и, в общем-то, мы не делали каких-то революционных шагов для того, чтобы как-то принципиально изменить подходы к подготовке материалов для проведения именно школьного и муниципального этапа Олимпиады. Поэтому все материалы есть на сайте, о котором я вам говорил, на официальном есть архив олимпиадных заданий прошлых лет, вы можете на него сориентироваться, вы можете посмотреть материалы, которые были, так сказать, в широкой печати, скажем так, доступной печати в издательствах ведущих. Желательно, конечно, ориентироваться на те издания, в которых члены Центральной методической комиссии были авторами. В общем-то, это нормальная практика, потому что, а учитывая, что в каждом регионе именно школьный и муниципальный этап Олимпиады проходит по заданиям, которые разрабатывают, соответственно, на местах, то тогда не поленитесь, найдите обязательно публикации вот таких изданий. Они наверняка есть от ваших авторов, разработчиков именно в вашем регионе. Вот. На что хотел бы обратить внимание? На то, что содержательный охват в заданиях, в общем-то, он тоже как-то сильно принципиально по нынешнему году не поменялся. Я подумал и переставил там некоторые блоки, потому что, например, вот блок, связанный с биологией как науки и методы научного познания, на самом деле он может быть уже и представлен даже и в заданиях в 5-6 классе, потому что если вы посмотрите на примерные основные образовательные программы, которые представлены на сайте в Госреестр, собственно говоря, на которые опираются учителя-предметники, которые
проводят, разрабатывают собственные рабочие программы для изучения дисциплин, да и авторы учебников, современных учебников биологии, включенных в перечень учебников, также опираются на, в том числе и примерную основную образовательную программу. Если вы посмотрите, во всех учебниках практически начиная с 5 класса, формируется представление у школьников о том, что такое биология как наука, каковы ее основные методы. Конечно, на самом элементарном уровне, но обычно с этого начинается все. Да? Инструменты, которые используются для познания, методы. Вот, поэтому этот блок никак нельзя обойти стороной при разработке заданий для школьного муниципального этапа. Поэтому я его поднял сюда немножечко повыше наверх. Вот, а в целом, в общем-то, все основные направления, они должны быть охвачены в заданиях по классам. И обратите внимание, когда я пишу, допустим, здесь вот я показываю вам на слайде о том, что, например, раздел там человек, да, так сказать, это 8 класс, речь идет о том, что в комплектах заданий для 8 класса могут быть вопросы, все, которые обозначены в предыдущих пунктах, начиная с биологии как науки и методы научного познания, признаки живых организмов, бактерии, грибы, растения, животные и, конечно же, человек. Но это я скорее повторяю для тех, кто впервые на наших встречах и, может быть, не очень себя хорошо представляет. То есть речь идет о чем? О том, что когда мы разрабатываем комплект заданий, мы должны как бы ориентироваться содержательно на тот материал, который реально школьники уже должны были изучать в рамках любых школьных программ, тех линий авторских, которые на сегодняшний день используются, как правило, в школе. Если мы в комплект олимпиадных заданий включаем задания, которые, собственно говоря, школьники еще не изучали, то это, во-первых, дискредитирует в какой-то степени, подрывает интерес участников нашей олимпиады собственно говоря, к участию, потому что, как они будут отвечать на вопросы заданий, о которых они вообще не имеют ни малейшего представления, скажем так, и ранее не изучали. Поэтому, пожалуйста, на это обратите самое пристальное внимание. Если будут какие-то вопросы, я, может быть, потом конкретизирую более детально. И примерное количество заданий. Количественно тоже почти ничего не изменилось. Немножечко выровняли мы тут соотношение по заданиям для 5, скажем так, для школьного и для муниципального этапа, чтобы было легче ориентироваться и в подготовке заданий. Обратите внимание, значит, на школьном этапе могут принимать участие уже 5-классники наши, но делать для них какой-то комплект отдельный, чисто для 5-классников будет достаточно сложно, потому что они только приступили к изучению биологии, и там больше, наверное, будет такой действительно пропедевтический характер их участия для того, чтобы познакомить и чтобы они, так сказать, уверенно подошли, так сказать, к участию в следующем году, когда уже как бы 1 год будет биология изученным ими в школе. Вот, поэтому для 5-6 классов комплект можно готовить, естественно, общий. Вот. Что касается самих заданий, то обратите внимание, каждый комплект должен включать по возможности, вот в данном случае на слайде показано рекомендованное количество заданий, которые распределены по видам этих заданий, сгруппированы в отдельной части. Часть 1, 2, 3 и, соответственно, 4. На все про все 120 минут, 2 часа времени. Для младших школьников этого более чем достаточно. Для 10-11 классов количество заданий, естественно, намного больше, но они должны быть более уверены в своих силах и, соответственно, участвовать. В принципе, трудно, но, в принципе, выполнимо 120 минут на выполнение этих заданий. Вот. Каким образом эти задания выглядят, вы тоже, многие из вас прекрасно знаете. Вот. Требования, в общем-то, мы к самим заданиям особенно не меняли, и принципиально для нас было то, чтобы по возможности все задания должны как бы охватывать содержание школьных курсов, где-то по возможности, чтобы они не выходили за содержание именно школьных общеобразовательных программ. Единично, если какие-то задания попадут, конечно, это допустимо, но по возможности надо все-таки ориентироваться на содержание именно школьных программ.
И из принципиального я знаю, что большинство регионов, учитывая вот те обстоятельства, опять же, связанные с коронавирусной этой инфекцией, который приказ в отношении запрета на проведение соответствующих массовых мероприятий, переходит на применение соответствующих средств информационно-коммуникационных технологий для организации проведения школьного и муниципального этапа Олимпиады. Это нормально, и в принципе изначально, если посмотреть на наше задание, никаких сложностей для перевода, так сказать, вот заданий из традиционной бумажной формы в электронную с автоматической проверкой, я думаю, никаких сложностей не будет, потому что все задания, которые мы готовим для школьного и муниципального этапа, 100%, и, соответственно, для этапа в перспективе для заключительного этапа и регионального этапа, они на теоретическом туре, они вполне очень легко переводятся вот в эту самую электронную форму для проведения тестирования с помощью компьютера и для автоматической обработки, потому что все логично и все традиционно и очень легко может быть построено на вот платформах вот этого электронного тестирования, вплоть до применения даже каких-то не специальных программ, а программ, ну, таких открытых, доступных сервисов. Хоть те же Google формы используйте для того, чтобы, ну, те, кто бывают на наших встречах, вебинарах, я эту технологию показывал. Вот. Но если вы серьезно относитесь, конечно, у вас есть специально обученные люди, которые сделают все возможное для того, чтобы задание в бумажной форме можно было перевести потом в электронную и достойно организовать и провести. В отношении самих заданий, как я уже сказал, задание части 1 – это тесты с одним вариантом ответа. Соответственно, они могут быть дополнены различного рода иллюстрациями, учитывая, что в электронной форме вы будете проводить в большинстве случаев Олимпиаду, то можете спокойно использовать иллюстрацию не только черно-белые, по сравнению с тем, как мы это рекомендовали до этого, потому что, ну, в печатной форме все-таки черно-белое изображение, ну, так сказать, более доступно и удешевляет, собственно говоря, подготовку комплектов для проведения Олимпиады. А так в цвете, пожалуйста, никаких проблем на сегодняшний день на компьютере это точно не вызовет. Содержательно, на что хотел бы обратить внимание, да, есть задания, которые там чисто проверяют репродуктивные какие-то уровень подготовки школьника там, к каким-то вопросам, но могут носить очень интересные задания, характер такой практикоориентированный, с расчетом на проверку, ну, так называемой еще и функциональной грамотности, естественно, научной грамотности, что сейчас тоже особенную актуальность имеет. Ну, вот образчик задания в прошлом году я такой вам показывал. То есть для того, чтобы ответить на это задание, можно, так сказать, и нужно не только, так сказать, быть готовым ответить на, собственно, текстовую часть, но еще проанализировать рисунок, который представлен здесь. Вот, и пускай он носит такой больше обслуживающий характер, но тем не менее это может существенно облегчить задачу школьника в плане ответа на этот вопрос. Поэтому обратите, пожалуйста, на это самое пристальное внимание. Вот подобное задание тоже с рисуночком, которое, пожалуйста, для того, чтобы ответить на него, обязательно школьник должен опереться и проанализировать представленный иллюстративный ряд. Вот интересное задание, которое в прошлом году тоже мы использовали достаточно активно. Задание, которое помимо биологических знаний проверяет еще и умение такое достаточно универсальное, умение сравнивать между собой как объекты, опираясь на имеющиеся знания, плюс на тот иллюстративный ряд, который представлен, может быть, ну, в данном случае задание с грибами. На сравнение. Что касается второго типа заданий, это задание с множественным вариантом ответа, которые, в общем-то, немножечко отличаются по комплектам для школьного и для муниципального этапа. Пожалуйста, обратите внимание, для того, чтобы облегчить задачу школьникам, на школьном этапе задания с множественным выбором мы также
приводим к виду, когда школьникам предлагается уже какая-то искомая комбинация, и нужно выбрать эту комбинацию. Это существенно, конечно, облегчает задачу, но на последующих этапах, на муниципальном, на региональном, на заключительном, мы задания аналогично используем в форме, когда у нас нет вот этой искомой комбинации, а мы предлагаем школьнику по каждому пункту, ну, или дистрактору А, Б, В, Г, Д выбрать вариант, когда они согласны, не согласны, да или нет, верно или неверно. Ну, соответственно, критерии немножечко меняются в плане оценивания, но это не, еще раз говорю, не должно вызвать какую-то сложность в отношении, так сказать, последующей автоматической проверки. Главное четко понимать, каков алгоритм этой проверки. Либо мы действуем по каждому пункту да, нет, верно, неверно, так сказать, по полбалла за верный и, соответственно, 0 за неверный вариант ответа. Либо, если это в случае последующего там заключительного этапа, может быть еще иные какие-то критерии, как это принято, допустим, на международном состязании, когда за абсолютно верную комбинацию дается максимальный балл, а дальше уже в зависимости от количества допущенных ошибок по каждому дистрактору, соответственно, оценка может уменьшаться значительно, так сказать, ну, как бы штрафование. Вот. Мы пока такое для школьного муниципального этапа не вводим, поэтому просто внимательно разберитесь с критериями оценивания, поэтому по второму типу, еще раз, для школьного этапа оценивание аналогично тому, как происходит оценка задания первой части, там, допустим, ну, за исключением только что мы даем 2 балла. А на муниципальном этапе мы за такое задание максимально 2,5 балла по каждому пункту по полбалла. Ну, может быть, я уже повторяюсь, вот, ну, кто это делает не первый год, должны это понять, услышать меня. Верно. Вот. Третий тип заданий – это суждение. Ну, тут, к сожалению, вероятность угадываемости ответа составляет 50% по каждому заданию, поэтому для школьного муниципального, чтобы познакомить школьников, такие задания тоже бывают, мы пока оставили такое задание, а, естественно, на региональном, на заключительном этапе мы задания вот этого третьего типа не используем практически, но это дело будущей подготовки. Но школьники должны быть готовы к выполнению такого рода заданий. Ну и, наконец, четвертый тип заданий, это, ну, раньше мы их называли задания повышенной сложности, такие неформатные. На самом деле они не всегда носят такой характер повышенной сложности, просто это задания немножко другого типа, либо задания, ну, они, как правило, задания на соответствие, когда нам, ну, или школьникам предлагается 2 массива данных, соответственно, один, ну, представленных текстами и обозначенных, один массив, допустим, цифрами, другой массив буквами, ну или, допустим, рисунки. Иногда даже бывает, что 2 массива рисунков. Может быть, одни рисунки обозначены цифрами, другие буквами. Вот это задание на соответствие. Аналогично может быть задание быть представлено на определение какой-то последовательности действий, допустим, когда нам нужно определить последовательность, но тоже наносит вот такой примерно характер, как вы видите на слайде. Поэтому типология, в общем-то, особенно, еще раз говорю, не изменилась этих заданий. В этом году должно быть у вас, мало того, должно быть даже и проще в плане проведения, если вы будете это делать с использованием компьютерных технологий, потому что не нужно будет сидеть, проверять, скажем так, вручную эти все материалы. Все можно довести до автоматизма и просто потом уже подводить итоги на уровне жюри с точки зрения, ну, полученных результатов, скажем так. В этом, то есть в этом отношении наша Олимпиада биологическая, она очень хорошо легла вот на те особенности, которые сейчас вот нам надо учитывать в плане организации проведения. Вот. Что касается тех регионов, которые будут проводить школьный и муниципальный этап в традиционном формате, в очном, ну, я не знаю, возможно ли это или нет, мы в комплекте рекомендуем как бы дополнять
матрицами ответа для того, чтобы облегчить задачу потом жюри по проверке материалов. Вот здесь на рисунке показаны варианты матриц в таком традиционном формате и вот в том формате, как мы последние годы используем для проведения регионального заключительного этапа под скалечку возможную. То есть есть возможность эталон ответа напечатать на прозрачной пленке для лазерной печати. Ну и, соответственно, накладывая потом на матричку, которую заполнили школьники, мы можем, соответственно, достаточно четко проверять, так сказать, допускаем минимальное количество ошибок по сравнению с тем, как это было бы в традиционном формате. Но еще раз подчеркиваю, методические комиссии на местах должны отработать полностью комплект и по возможности сделать его, так сказать, дополнить вот такими матрицами для облегчения задачи по проведению и потом последующей проверки. А если вы будете это делать на компьютере, соответственно, ну просто эти матрицы не будут использоваться, а все будет через компьютер. Вот. Ну, коллеги, еще буквально несколько слов о особенности организации подготовки к участию в Олимпиаде по биологии. И тем более, что вот некоторые нас просили еще обратить ваше внимание на, ну, вернее, регионы присылали письма в адрес министерства в отношении разъяснений. Все, что касается проведения, ну, и составления заданий для регионального заключительного этапа, в общем-то, все, что я рассказал, оно соответствует практически полностью, и мы будем потом к этому вопросу еще возвращаться ближе к проведению регионального заключительного этапа. А вот специфика подготовки какова? Ну, я еще здесь вот на слайде показаны некоторые рекомендательные моменты. Естественно, это требует отдельного как бы обсуждения, отдельного, может быть, даже вебинара, посвященного именно организации подготовки. Ну, понятно, что самоподготовка здесь ключевой момент. Вот, но на сегодняшний день, исходя из действующего закона об образовании, в общем-то, любая образовательная организация, которая реализует соответствующие программы, вправе разработать, утвердить и реализовывать, так сказать, соответствующие дополнительные образовательные программы для школьников. В общем-то, и вполне это можно делать в рамках школ. Ну, а что касается учебно-тренировочных сборов, то, конечно, на сегодняшний день эти сборы сейчас многие регионы проводят тоже в режиме онлайн. Вот. Тут важно, конечно, понимать еще каков охват вопросов, потому что одно дело, когда сборы проводятся, так сказать, и приглашаются именитые ученые, это ничуть не уменьшает значение этих самых сборов, ну и вообще занятий для школьников, для подготовки к Олимпиаде, но часто, так сказать, вот наши коллеги, еще раз говорю, они больше рассказывают, наверное, о тех исследованиях, которые сами проводят, и не всегда это коррелирует с теми заданиями, которые... Поэтому очень важно, когда вы организуете эту подготовку, все-таки проанализировать олимпиадные задания прошлых лет, сделать, разработать программу, учебный план, соответственно, проведения этих мероприятий, уже по нему проводить эти самые занятия со школьниками в рамках подготовки. Ну и, конечно, еще раз говорю, провершивать по возможности олимпиадные задания прошлых лет, потому что какие-то принципиально новые элементы знаний контролируемые подобрать очень сложно. Еще раз говорю, есть программы, примерные программы, на которые мы ориентируемся в содержательном плане. А вот витиеватая формулировка там или там какие-то примеры интересные, это уже, конечно, личная заслуга членов методических комиссий на местах, которые занимаются разработкой этих заданий. То есть как преподнести, так сказать, упаковать и преподнести возможное задание для проверки того или иного элемента знаний согласно тому или иному блоку содержания, который я, в общем-то, о которых несколько слов сказал и представлены вот в наших рекомендациях. Вот. Ну и, собственно говоря, продолжаем грустить о перспективах проведения именно очных занятий, но тем не менее это так. Коллеги, ну время мое, насколько я понимаю, подошло к концу. Вот. Да, основное время я имею в виду. И у нас, так сказать, время я оставил для того, чтобы по возможности ответить на вопросы. Попрошу там именно вопрос открыть, да? Ага, хорошо, все, я тогда именно по этой. Значит, спрашивают коллеги, будет ли записываться вебинар. Естественно, вебинар записан, естественно, он будет доступен.
Вот, вебинар по региональному этапу. Ну, я надеюсь, да, у нас традиционно по региональному этапу, конечно же, мы вебинары проводим. Так, у меня предложение разработать специальную единую форму диплома и грамоты. Ну, коллеги, она, насколько я понимаю, в какой-то степени существует, эта форма единая для заключительного этапа. К школьному этапу это все регламентируется вашими локальными какими-то актами и приказами в регионе о проведении. Вот, поэтому, пожалуйста, ваше право разработать и выдать. Вот. Так. Давайте, так сказать, биологическую сущность мы сейчас не будем вникать, потому что я вам для примера показал, как они оформлены. Вот. У нас неподготовленных детей отправляют в города и остаются на... Не совсем понял вопроса. Ну, есть там, насколько я понимаю, о чем идет речь, о том, что для подготовки детей направляют куда-то в централизованные места, но я еще раз говорю, это не так уж и плохо. Вот, а то, что они там... Можете, Сереж, мне что-то поправить, потому что я не понимаю. Не, ну это такой вопрос. Как бы... Мудреный. Ну да, он некорректно немножко составлен. Может, да, коллеги, вы повнимательнее пишите, потому что мне приходится домысливать, соответственно. Вот. Дальше. Как, по-вашему, можно осуществить прозрачность проведения муниципального этапа в дистанционном режиме? Участников более 200 человек. Ну, как раз в дистанционном режиме-то проблем никаких не должно возникнуть. Главное найти площадки, на которых вы будете проводить, посадить школьников в классе, в том же компьютерном, где они будут выполнять задания за компьютером. И по возможности, может быть, даже воспользоваться ресурсами, которые у нас есть по ЕГЭ, когда есть камеры. И вот, допустим, сейчас, вот, когда Олимпиада проводилась, международная, ну, в кавычках, Олимпиада, японская, тоже наши ребята сидели за компьютерами, но их снимала постоянно веб-камера для того, чтобы было понятно, что им никто не помогает, что они выполняют задания сами. Вот. А уж автоматическая проверка и выстраивание рейтинга, естественно, она максимальную прозрачность обеспечит. Скажем так. Так, верно ли мы понимаем, что формат проведения Олимпиады школьного муниципального этапа определяет регион? Ну, у нас есть положение, ну, порядок проведения Всероссийской Олимпиады. В нем достаточно четко написано о том, как должна организовываться и проводиться Олимпиада всероссийская на всех этапах, в том числе на школьном и на муниципальном. Там один из первых пунктов в отношении того, как это делать, прям написано, что организационно-методическую модель проведения, естественно, разрабатывает регион. И, допустим, как правило, именно регион, так сказать, выстраивает всю методику организации проведения этого занятия, этого мероприятия. По сути дела, школы становятся площадками проведения, задания разрабатывают методические комиссии, соответственно, регионального этапа, поэтому здесь никаких не должно быть сложностей. Но вот эту организационно-методическую модель, по-хорошему, ее надо сформулировать, положить как-то на бумагу и утвердить ее, потому что все должно быть достаточно максимально прозрачно, ясно и всем понятно, как организуется и проводится. Учитывая, еще раз говорю, специфику этого нынешнего года, в рекомендациях по проведению мы написали, что допустимо использовать средства информационно-коммуникационных технологий для проведения этой Олимпиады. И вот обязательно, когда будет готовиться приказ по школьному муниципальному, этот момент надо прописать и четко написать регламент, а регламент пишите именно вы, потому что непосредственно технические условия в каждом регионе, они свои, и вы должны их прописать индивидуально. Можно ли уточнить способ... Так,
Давайте я все-таки потом к этому вернусь чуть позже. Так, здравствуйте, Глеб Геннадьевич. Документ, что мы... Угу. Так. Насколько качественным может считаться проведение Олимпиады в дистанционной форме? Качество будет определяться, насколько серьезно вы отнесетесь к организации и проведению ее. Никаких проблем по школьному муниципальному этапу в плане дистанционного формата я не вижу. Еще раз подчеркиваю, дети сидят за компьютерами, если достойно все организовать, обеспечить, так сказать, контроль за доступом школьника, чтобы, я имею в виду, чтобы они не могли зайти на какие-то сторонние сайты для того, чтобы искать, соответственно, ответы на поставленный вопрос. Это можно сделать через соответствующие фильтры. Вот. Проблем здесь не должно быть. Они выполняют эти задания. Почему оно должно быть, Елена Николаевна, некачественно? Все должно быть. Вот. Так. Так. Дальше. У меня проскакивает колесико. Вниз просто. Документ, что мы прослушали участие в вебинаре, будет. Нет. Коллеги, это Вот технически. Красненький смотреть. Да. Угу. Давайте вопрос. У меня проскакивает. Да все, я читаю. Так. Так, коллеги, тут опять вопрос, касающийся регионального этапа. Давайте мы, я услышал вас, мы, когда будем заниматься организацией проведения регионального этапа, мы к этому вопросу тогда и вернемся. В этом году Олимпиады совпадают с ВПР. Коллеги, что я могу вам сказать по этому поводу? Даты проведения школьного и муниципального этапа вы должны там назначить, определиться, соответственно, в регионе сами. Списывание с телефонов и с учебников. Коллеги, еще раз говорю, согласно регламенту проведения, вы должны обеспечить доступ школьников в аудитории, где стоят компьютеры. Это же не дома они будут сидеть, отвечать на олимпиадные задания. Вы должны организовать площадки. Соответственно, площадка в идеале в классе, в котором стоит веб-камера. Дети должны прийти для выполнения заданий без телефонов, без учебников и под камерами сидеть и выполнять эти задания за компьютерами. Так, еще есть? Что-то видеть стало плохо. Как можно осуществить прозрачность проведения муниципального этапа в дистанционном режиме участников более 200? Я же, кажется, ответил на этот вопрос. Да, я ответил на этот вопрос. По 200 человек, вы же не будете их собирать в одном месте. Будут несколько площадок, еще раз говорю. Говорят, не во всех школах есть камера. Коллеги, я, соответственно, что могу предположить? Вот, допустим, из опыта проведения в прошлом году в некоторых регионах, так сказать, определили не каждую отдельно взятую школу площадкой проведения, а сделали такие в регионе объединенные точки проведения школьного этапа для тех детей, которые действительно хотят участвовать. И уже в этих точках, естественно, сделать надо, организовать работу по компьютерным классам отдельно, по возможности, в разных классах, не всех скопом сажать, а посадить по возрастным группам, соответственно, и камеры поставить. А на сегодняшний день камеры есть в тех местах, где проводятся ЕГЭ, ОГЭ. Но в конце концов, еще раз говорю, к сожалению, массовость, может быть, пострадает в какой-то степени от участия. Вот, когда в каждой отдельной школе все имеют возможность написать эту олимпиаду, это гораздо перспективнее в плане выявления тех школьников талантливых, которые у вас есть. Но в то же время все равно для участия в олимпиаде на школьном этапе все равно сначала, так сказать, составляются списки участников, утверждаются они, и, соответственно, под них уже готовится соответствующее рабочее место на соответствующей площадке.
Вот. А создание таких площадок, оно лежит на плечах организаторов в регионе, потому что в большинстве регионов такие специальные структуры созданы, насколько я знаю, образовательные центры, которые этим самыми вопросами занимаются. Вот. Так, что у нас еще? Нельзя в одной школе объединить детей из разных школ. Ну, скажем так, нельзя, значит, еще раз говорю, у вас на местах есть центры, которые специализируются, учитывают эти все нюансы в отношении, так сказать, соответствующих приказов и распоряжений. Значит, и закупить, в конце концов, несколько веб-камер для того, чтобы поставить и в классе, где дети будут писать, я вообще проблем не вижу. Сейчас все устройства практически современные, мобильные, они оснащены этими веб-камерами по умолчанию. Поставить ноутбук, включить там тот же Zoom для записи, вообще проблем никаких нет, насколько я знаю. Вот. А если, так сказать, сидеть и думать о том, что у вас чего-то нет для проведения, то у вас и не будет никогда это, пока вы не напишите своему руководству об этом, вот, и не предложите закупить в целях обеспечения соответствующих мероприятий, причем в государственном масштабе. Я не думаю, что вам откажут для такого благого дела закупку такого мероприятия. Вот. Все, да, тогда спасибо вам большое. Вот. До свидания.